Ребят, короче, сейчас произошло две вещи. Первое. Я шел по улице Магаса, рядом остановилась тонированная заниженная двенашка, из нее вышел ингуш. Такой подходит и говорит: «Эй, ты как одет?» Я такой: «А что не так?» Он говорит: «Почему ты в шортах?» Я говорю: «Ну я не в шортах, я в бриджах, у меня колени закрыты». Он говорит: «Нет, так не положено, у нас, говорит, так не ходят, ты, говорит, одевайся как я». А я смотрю, он стоит в джинсах, в мокасинах. Я говорю: «Слушай, братан, но у меня джинсы есть, мокасинов нет». Я говорю: «Мне что, мокасины тоже купить надо?» Он такой поржал, короче, говорит: «У нас так не ходят, типа щиколотки у мужиков должны быть закрыты». Я такой: «Ну ладно, дойду до машины, одену джинсы». В общем, пожали друг другу руки, разошлись. А второе, что сейчас произошло, собственно, почему я вышел-то из машины. Я увидел, что в Магасе очень крутые автобусные остановки. Они стеклянные, такие павильончики стоят, полностью закрытые, герметичные. И внутри установлены кондеры, прикиньте, как в Дубае. Ребят, что хочу показать. Мы сейчас находимся в столице Ингушетии, Магас. И даже у нас в городе такого нет. А здесь есть, смотрите, остановка общественного транспорта. Закрытая полностью, с кондиционером. Напротив, еще одна такая же. Это просто очень современно, круто. Вот это я понимаю, прогресс не стоит на месте. Сейчас даже зайду внутрь. Захожу внутрь. Электронная библиотека. Кофе. Вот тут работает кондиционер. Прохладно. Вот люди сидят, ждут своего транспортного средства.